Когда Касымбай Жолдошев рассказывает своим внукам о страшных годах Великой Отечественной войны, им становится не по себе. Единственный в южной столице ветеран Великой Отечественной войны родился в 1925 году в Наукатском районе. На поле боя он отправился в 17 лет. В общем, я не был на родине 8 лет, служил в армии, после участвовал в Великой Отечественной войне. Получил ранение в ногу, но несмотря на это, я продолжал сражаться за родину. Ветеран войны участвовал в освобождении ряда городов. После первых 2 лет сражений он был направлен на Дальневосточный фронт. Там ветеран исполнял обязанности командира противотанкового стрелкового полка, который в дальнейшем вел борьбу против японских милитаристов. Касымбай Жолдошев встретил Великую Победу в городе Харбин, после чего был направлен на службу в Сибирь. И только в 1950 году вернулся на родину. Мы боролись за то, чтобы у наших потомков было мирное небо над головой. Сколько солдат полегло на фронте, сколько остались под танками, а сколько солдат попали в концлагеря. Даже страшно представить. Несмотря на то, что ветерану 99 лет, у него ясный ум и спокойная походка. Он считает, что Бог дает ему долгую жизнь для того, чтобы как можно больше рассказать потомкам о войне, о том, как это страшно и недопустимо. Я горжусь своим дедом, он много рассказывает нам о войне. Иногда нам все кажется сказкой, и что мой дед – главный герой. Но это все было на самом деле. Благодаря деду мы сейчас живем в мирное время. В этом году нашему деду исполняется 99 лет. Мы, конечно же, гордимся его подвигами. Несмотря на возраст, он хорошо себя чувствует. Касымбай Жолдошев всегда следит за новостями и радуется тому, что наша страна идет по пути развития. Сейчас он является единственным ветераном войны в городе Ош. Всего по стране осталось 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них ко Дню Победы получит из фонда президента по 100 тысяч сомов. Нагима Бакаева, Уран Адишев, ЛТР, город Ош.